Мы получили сегодня информацию о том, что один из председателей таджикской диаспоры был задержан и доставлен в Центр временного содержания иностранных граждан в город Тольятти. По нашим информациям, у него был российский паспорт, то есть российское гражданство. И мы до сих пор думаем над вопросом, каким образом его лишили гражданства, на основании чего. А его не лишали гражданства никоим образом, и никто не имеет на это права. То есть его не лишали гражданства? Нет, не лишали. Просто вначале избили очень сильно, обещали убить, одели мешок на голову и сказали, что если он не представится иностранцем лицом без гражданства, то будет убит просто-напросто. Чтобы он согласился на добровольных условиях выехать в Таджикистан. В этих условиях, просто будучи уже доведенным до отчаяния, скажем так, в лесу, было тяжеловато спорить с этими головорезами. Поэтому он был вынужден добросовестно признать в суде, дать ложные показания. У нас есть такая статья, 39 Уголовного кодекса, понуждение к даче заведомо ложных показаний. Фактически он в суде сам себя оговорил, назвав себя лицом, иностранным гражданином, лицом, не имеющим гражданства. Сразу... Я, соответственно, опирался только на документы полиции, поэтому не заметил ни синяков, ни ссадин, ни ушибов. Ну, тем более, что лица, кто его задерживали, кто его похищали, фактически они находились рядом, здесь же, в зале судебного заседания, поэтому он понимал, что избиение может продолжиться, а учитывая его все-таки почтенный возраст 52 года, это было опасно для здоровья и для жизни. Это сотрудники полиции его избивали? Ну, как сейчас выясняется, да, сотрудники полиции. Их не фамилия, имена, отчество выяснили уже? У нас, по нашей информации, есть только одна фамилия, это, соответственно, кто принимал в его похищении участие и в избиении, а, соответственно, офицер, кто был в суде, эта информация в судебном решении официально тоже фигурирует. Остальных мы пока не знаем. Сейчас дело в том, что 2 дня выходные, вот завтра я подам жалобу, соответственно, начальнику прокурору области и, соответственно, руководителю Следственного комитета по Самарской области, поскольку похищение относится к их компетенции. Второй адвокат в Тольятти подает завтра, соответственно, потому что опять выходные, прокурору города Тольятти и, соответственно, центрального района, где находится Мирзоев. Апелляционная жалоба уже была подана в пятницу в Самарский областной суд. То есть фактически мы все, что положено по закону, мы сделали. Ну а теперь дело за вами. Так, вот скажите, пожалуйста, судя из его слов, вы с ним беседовали, поэтому решили, что его избили, правильно? Судя по его слов. Я с ним не беседовал, соответственно, ему дали возможность позвонить, он пообщался со своими, соответственно, товарищами, уже с их слов мне это все известно, потому что на двери центра висит объявление: в связи с пандемией встречи, свидания запрещены, передачи не принимаются. То есть я был в этом центре, разговаривал с дежурным, он подтвердил факт нахождения Мирзоева там, показал нам копию судебного решения, что он приговорен к депортации, к штрафу в 2000 рублей, и как бы дальше пожал плечами и сказал, что дальше работайте с сотрудником ФСБ, назвав его фамилию, что это дело курирует лично этот товарищ. Но, опять-таки, вначале надо было подать жалобы, потому что с товарищем, собственно говоря, нам переговоры вести нечем абсолютно. Вот у нас остается невыясним одна вот деталь. У него было двойное гражданство или нет? Нет, он гражданин России с 1993 года. Но это же еще не означает, что у него нет таджикского гражданства. Между Россией и Таджикистаном действует институт двойного гражданства. Вот не буду врать, этот момент мне неизвестен. Просто имея на руках его паспорт и глядя в него, я понимаю, что передо мной находится гражданин России. И его все коллеги по работе здесь в Самаре подтвердили, что он гражданин России с 1993 года. Он здесь женился, он здесь уже, извините, у него родились малолетние дети, сейчас здесь уже растут. Поэтому для меня он гражданин Российской Федерации. Суд города Самары или районного рассмотрели его дело? Нет, советский районный суд города Самара. И статья, наверное, 18 часть 1? Незаконная... Да, конечно, незаконное пребывание на территории Российской Федерации. Хотя это смешно и горько называется. У него все законные основания есть, он прописан в Самарской области. У него прописка здесь. Подскажите, пожалуйста, вернемся к моменту его избиения. Это очень важно. Исходя из слов его близких, вы решили, что его избили. А он сам подавал заявление
жалобы какие-то? Дело в том, что мы подаем все по его просьбе, по его поручению, потому что он был лишен такой возможности. Он даже в суде побоялся об этом сказать, потому что, еще раз повторюсь, те лица, кто его похищали и избивали, находились с ним в зале судебного заседания и обещали ему в случае, если он откажется от своих слов, ну, грубо говоря, убить его. То есть он воспринимал их угрозы реально. А подавать жалобы из центра физически, это вам, чтобы было понятно, просто невозможно. Сейчас нет связи никакой, временно задержаны, поскольку в связи с пандемией все свидания запрещены. Мы к нему пробиться не смогли официальным путем никак. Теперь возникает один вопрос. Если он был осужден по статье 18.1, то есть вынесли решение, и грамотно, если юридически сказать. Он не осужден ни в коем Да. Суд принял решение о депортации и штраф наложил. Да, вот скажите, пожалуйста, если вы как адвокат предоставите его российский паспорт, докажете, что он является гражданином Российской Федерации, суд отменит свое решение? Или как вы теперь... Я считаю, что на 100% решение суда незаконное, но дело в том, что судья был введен в заблуждение вначале полицейскими документами, а потом, к сожалению, поведением самого Мирзоева, но здесь его нельзя в этом обвинять. Если мы вспомним немножко историю нашей страны пораньше, то в 37-30-е годы в затенках НКВД, вы знаете, не такое признавали люди. Здесь фактически был то же самое. Он был на грани избиения, он был, в общем-то, на грани отчаяния. И, глядя в глаза судьям, в общем, сказал неправду, спасая себя, что он иностранец. Если бы судья увидел, либо захотел увидеть или проверить, что он гражданин России, конечно, на решение бы такое не вынес никогда. Здесь, к сожалению, работники полиции вступили в сговор и таким образом решили его, грубо говоря, депортировать из России. Но по неофициальной информации, которая к нам поступила, опять же, вот от его, скажем так, коллег по работе, группа товарищей, в том числе его земляков, заплатила несколько миллионов рублей. Мы, правда, не знаем пока кому, надеемся, что это будет выяснено в ходе проверки, дай бог, возбудит уголовное дело, для того, чтобы его отсюда убрали, выдавили из России. А вот подскажите, пожалуйста, помимо его воли, то есть человек, как я понял, уже оговаривает себя, он боится, и он признал и согласился, что он полетит в Таджикистан. А он сейчас как? У вас есть с ним связь? Он сейчас в курсе, что у него есть адвокат, и что эти жалобы будут обжалованы? Да, ему сказали, что мы будем делать. Он с этим все согласился, он полностью нам дал договор на все действия. Мы сейчас, грубо говоря, выполняем именно его пожелания, но облеченные в юридическую форму, поскольку это наша работа, мы в этом профессионалы. Если просто в той ситуации мне тоже волновал вопрос с первой минуты, почему человек оговорил себя, будучи гражданином. Мы просто, не дай бог нам с вами оказаться в этой ситуации, как мы себя поведем, еще тоже никому неизвестно. Но он, возможно, выбрал путь спасения. Отчасти мы могли сломать там, извините, руки и ноги и все остальное, остаться инвалидом мог. Вот тут как раз и надеемся на то, что когда это все всплывет, потому что 10 дней на обжалование данного решения суда есть, мы в эти сроки уложились. Естественно, мы в областном суде представим не только копию его паспорта и подлинник паспорта, но и пенсионное удостоверение, он платит здесь налоги, то есть он гражданин этой страны. То есть перспективы этого дела первым делом отменить решение вот этого суда, да, Советского района? Это раз. И второе, естественно, возбудить уголовное дело по факту его похищения, избиения. Но здесь можно говорить и о фальсификации материалов административного производства, поскольку мы пока, конечно, его не видели, поскольку сейчас с пандемией, вы сами понимаете, это сложно, и плюс еще 2 дня выходные, опять попало все это. Но я думаю, что там явно была фальсификация, потому что и судья, и оперативники ровно за 5 могли проверить через интернет, через базу и через миграционную службу, что у него есть паспорт гражданина Российской Федерации. Это не так сложно. И еще, наверное, последний вопрос, Александр Анатольевич, по поводу у нас, к нам поступила информация о том, что это банальное перераспределение сферы интересов, экономических интересов в базе номер 3. Такой, скажем так... Ночная база на улице Олимпийской города Самара, это одна из крупнейших, скажем так, производственных баз в нашем городе и в области. Да, Мирзоев там обладал определенным нормальным, в этом смысле, авторитетом. Он, в общем-то, боролся в том числе и с наркоторговлей всеми возможными способами, не пускал их на территорию страны. И отчасти есть информация, что это не то, что ему вместе, а, в общем-то, люди убирают того, кто мешает им тащить эту дрянь в страну.
Он официально там работал? Конечно, конечно, официально. Кем, если у вас есть информация, кем он работал там? Ну, насколько я понимаю, он работал дизайнером предпринимателем, он также поставлял сюда продукты питания из Таджикистана и других, из среднеазиатских республик. Но, к сожалению, мы поискали сегодня информацию про господина Мирзоева, но кроме двух или трех зарегистрированных общественных организаций, других фирм не нашли в интернете или других организаций, чтобы какое-то имело к нему отношение по предпринимательской деятельности. Вот это вам лучше Давид пояснить, потому что я только юридической частью занимаюсь. Мне дали документы, я их читаю, изучаю, смотрю. Удостоверение руководителя таджикской диаспоры у меня есть, паспорт есть, пенсионный есть, водительские права есть, я на этом опираюсь. Но там на мой вопрос, чем он занимается, мне отвечают поставками продуктов с родины. Хорошо. Ну, отсюда такой дополнительный вопрос. Как нам известно, он состоял в членстве Общественного совета при посольстве Таджикистана в России. Есть ли какие-то там связи или было ли какие-то... У меня нет такой информации, я ей не обладаю. Хорошо, спасибо. Доброго вечера вам.